доктор биологических наук, профессор Юрий Синявский. Давайте покажем наше гостеприимство овациями. Встретим нашего гостя. Аплодисменты. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы сегодня, наверное, поговорим об очень важной проблеме, что такое wellness, питание как компонент wellness. Я представляю Казанскую академию питания, являюсь руководителем лаборатории биотехнологий и специализированных продуктов питания и биологически активных добавок. Работаю над конструированием новых баз, начиная от продуктов космического питания, по далее продуктам для профилактики токсических отравлений, для анемии, для решения вопросов гастропатологии, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. То есть мы работаем под руководством академика Шарманова над созданием новых совершенно брендов в области профилактического питания, БАД и спецпродуктов, которые направлены на повышение качества жизни современного человека. Ну, мы сегодня поговорим о что такое wellness, концепция wellness. Ну, wellness — это здоровое состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Это не только отсутствие болезней, но и, кроме того, физического состояния, благоприятно действующего и приводящего к тому, чтобы человек чувствовал себя комфортно в любой среде. В переводе с английского wellness означает хорошее здоровье или благополучие. Говоря о wellness как о концепции, люди обычно имеют в виду сохранение не только физического здоровья, но и психического здоровья, что очень важно на сегодняшний день. Я недавно был на конференции в Японии и посетил остров Окинава. Это там, где живет большой процент долгожителей. Средняя продолжительность жизни на острове 88 лет. Но я контактировал, общался с лицами, которым 106, 108 лет. И обратил внимание на что в первую очередь? В первую очередь это отсутствие различных физических нагрузок, умственных нагрузок. И главное — это отсутствие стресса. То есть люди живут в комфортной такой ситуации, где абсолютно нет никаких неблагоприятных факторов, воздействующих на организм. Человек чувствует себя комфортно в окружающей среде, он живет своим миром, занимается музыкой, рыбалкой. И главное, на что я обратил внимание, это питание. То есть питание как фактор, способствующий благоприятному существованию человека. Это большое количество морепродуктов, огромное количество, значит, различных изделий из трав, чаи всевозможные. Кроме того, огромное количество водорослей в питании этого населения. Это как бы не только физическое и психическое как бы благополучие, но и, кроме того, важный фактор – это нормальное питание. Но о нем мы поговорим дальше. Ну, каковы на сегодняшний день признаки здоровья современного человека? Это устойчивость, в первую очередь, к воздействию повреждающих факторов окружающей среды. То есть на сегодняшний день вы знаете, что человек подвержен не только влиянию солей тяжелых металлов, радий, нуклидов, много высоких и низких частот, но кроме того он еще и подвержен различным стрессовым ситуациям. Поэтому это как раз определяет в значительной степени здоровье современного человека. И функциональное состояние организма, то есть насколько он
функционально способен, стрессоустойчив. Наличие резервных возможностей организма, то есть резервные возможности — это то, что человеком заложено, с одной стороны, генетически, с другой стороны, посредством факторов питания он мог благоприятно сконцентрировать целый ряд позиций, благоприятно действующих на его здоровье. Отсутствие каких-либо заболеваний или дефектов развития — это тоже важный фактор признаков здоровья. И высокий уровень нормальных волевых ценностей, мотивационных установок. На сегодняшний день одной из острых проблем мирового здравоохранения является устойчивое формирование хронических патологий ввиду резкого ухудшения показателей здоровья населения различных возрастных групп. Но этиологическим фактором данной проблемы относятся следующие факторы. Это современный ритм жизни, я уже говорил, перманентный процесс урбанизации, вредные привычки, недостаточная физическая активность, неправильное питание и другие. Wellness как раз это концепция благополучия и сохранения ментального и физического здоровья. Одним из путей решения этой проблемы сохранения здоровья населения является профилактика алиментарных зависимых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, кардиоваскулярные заболевания, онкопатология и другие. На сегодняшний день можно охарактеризовать питание современного человека следующими нормативами. Вот все-таки оптимальное питание и избытки, недостатки, они в значительной степени проявляются у современного человека. В частности, избыточное потребление жиров, сахара, соли, углеводов, алкоголя, лекарств различных, удобрений, пестицидов, гормонов и недостаточное поступление в организм витаминов, макро- и микроэлементов, белка животного, растительного происхождения, полинасыщенных жирных кислот, клетчатки, воды. Но питание является одним из основных или важных факторов, определяющих здоровье человека. То есть по определению ВОЗ 60% заболеваний связаны с неправильным питанием. Поэтому питание — это один из главных физиологических факторов организма, обеспечивающих три важнейшие жизненные функции. Первое — это построение и непрерывное обновление клеток и тканей организма, поступление энергии для пополнения энергоресурсов человека и поступление веществ, из которых образуются ферменты, гормоны и так далее. То есть важные биологически активные вещества, которые регулируют основные функции человеческого организма. По данным продовольственной сельскохозяйственной организации ФАО, факторы риска, связанные с питанием из-за недостаточной физической активности, вызывают 10% случаев инвалидности, заболеваемости. По данным Всемирной организации ВОЗ, более 60% заболеваний, я уже говорил вам, они связаны с неправильным питанием. Это сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, онкопатология и так далее. Установлена закономерность влияния несбалансированного питания на распространенность новообразований, сахарного диабета, гипертонической болезни и преимущественное поражение сердца, ишемической болезни и так далее. Вот здесь приведена пирамида, то есть то, что мы должны с вами правильно строить нашу диету и насколько, в общем-то, минимальное или максимальное количество основных пищевых ингредиентов должно поступать в организм. Все-таки на глюкозу должно отводиться 2%, на жиры около 3%, в том числе и эссенциальные жирные кислоты. Кальций, белки, витамины группы В, B12, в частности, рибофлавин, где-то 20%. Железо, белок, витамины, в частности, растворимые витамины, тоже 20%. Аминокислоты, каротиноиды, фолаты, 25%. И углеводы, волокна, кальций, железо, до 30%. Термин «неправильное питание» — это все-таки определенный термин, который
Всемирная организация здравоохранения значит, определила как дисбаланс пищевой и биологической ценности потребляемых продуктов питания, дефицит эссенциальных нутриентов в ежедневном рационе питания. Вот это, кстати, как бы подчеркивает тот подход к регуляции или нормализации того неправильного питания посредством уже нутриентов, биологически активных добавок, специализированных продуктов. Нарушение пищевого статуса и характера питания может привести к развитию целого ряда заболеваний, алиментарно зависимых заболеваний. Это ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, и онкопатология и так далее. Изменение структуры питания и качества населения в последние годы индустриально развитых странах, в том числе и в Казахстане. У нас, в общем-то, отмечается вообще в странах индустриально развитое увеличение потребления животных жиров. Значит, кроме того, увеличивается потребление животных белков, растет потребление углеводов, низкое потребление пищевых волокон, клетчатки, витаминов и минеральных веществ. Основные принципы построения пищевых рационов, то есть то, что мы должны обязательно с вами знать, регулируя эти пищевые рационы специализированными продуктами питания и биологически активными добавками. То есть пищевая ценность рациона, она должна быть все-таки строиться из разнообразных продуктов, и в основном это пищевые вещества, максимально усваиваемые, белок, жир, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы. Должна быть биологическая эффективность пищевого рациона, то есть она обеспечивает качество жировых компонентов пищевых продуктов. Энергетическая ценность пищевого рациона, она должна обеспечиваться и одновременно тот набор энергетических составляющих, поступающих в продукты питания, он должен в обязательной степени расходоваться человеком. Правильный режим питания, соблюдение технологий приготовления блюд. Я что хочу сказать, что в последнее время используются различные технологические приемы и режимы, которые, в общем-то, в значительной степени снижают пищевую и биологическую ценность продуктового набора. То есть те продукты питания, которые мы с вами имели 20-30 лет назад, они уже потеряли свою биологическую ценность и в значительной степени имеют пониженное содержание белка, жира, углеводов и так далее. Это, кроме того, использование различных технологических приемов, стерилизация, пастеризация, ультрапастеризация, они приводят к снижению пищевой биологической ценности продуктов питания. Все это заставляет нам задуматься и решать вопросы восполнения потребности организма в основных факторах питания посредством дополнительного поступления в организм биологически активных веществ, добавок и специализированных продуктов питания. Биологическая ценность пищевого рациона как показатель качества пищевого белка. То есть аминокислотный сбор рациона должен быть достаточно высоким по содержанию несоединимых аминокислот. Сбалансированное питание является одним из основополагающих факторов поддержания здоровья человека, профилактики хронических заболеваний в сегодняшний день. У большинства людей наблюдается недостаток белков животного происхождения, растительных жиров, социальных нутриентов, что в совокупности приводит к снижению иммунной защиты, ослаблению сопротивляемости и внешним факторам, а также повышению риска развития как неинфекционных, так и инфекционных заболеваний. Наблюдая в питании современного человека дефицит ряда водорастворимых витаминов, макро- и микроэлементов, незаменимых аминокислот, приводит к снижению физических и умственных способностей населения, а также способствует усилению воздействия на организм неблагоприятных экологических факторов. Одной из первопричин сложившейся ситуации ухудшения структуры питания принято считать недостаточную информированность населения в области рационального питания в отношении пищевой и биологической ценности потребляемых продуктов питания и технологии их приготовления. Кроме того, значит, хочется отметить, что дефицит витаминов приводит к целому ряду нарушений функции отдельных органов и систем человеческого организма.
снижают резистентность или устойчивость к инфекциям, различным ядам, химическим веществам, развивается утомляемость, нарушается половая функция и депрессия. Но недостаток витаминов, здесь приведены различные классы витаминов, к чему он приводит, к чему они приводят, начиная от замедления когнитивных способностей до физической активности, работы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Все витамины, как жиры, как водорастворимые витамины, они в значительной степени определяют свою функциональную направленность. К чему приводит дефицит минеральных веществ? Кальция, селена, железо, цинк. Я хочу отметить, что у нас в Казахстане отмечается дефицит этих факторов, макро-микроэлементов. Это анемия, это остеопороз, это эндопатология, цинк, это бесплодие, потери сексуальной активности. То есть все эти факторы связаны с дефицитом и недостатком данных микроэлементов, которые отсутствуют в целом ряде продуктов питания и рационов питания современного казахстанца. Ну, кроме того, мы отмечаем йододефицит, дефицит фосфора, магния, которые также несут в себе определенные направленные функциональные свойства. В первую очередь это касается и нарушения гормонов щитовидной железы, работа опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Растет, вот, что касается Казахстана, то я хочу сказать, что у нас растет анемия. В некоторых регионах она достигает 40-35%. Аллергопатология, иммунодефициты различные. Основные причины это, конечно, экологическая нагрузка, обеднение почвы, несбалансированное питание и стрессы. Основные нарушения в питании населения, вот, в частности Казахстана, я приведу, это избыточное потребление животных жиров, дефицит полинасыщенных жирных кислот омега-3, омега-6, дефицит полноценных белков животного происхождения, дефицит витаминов, аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, ретинола, бета-каротина, токоферола, дефицит кальция, железа, могу еще отметить йода, дефицит микроэлементов селена, цинка, йода, фтора и дефицит пищевых волокон. Мы очень мало потребляем овощей и фруктов. При норме где-то примерно 400-350 граммов овощей и фруктов мы употребляем где-то максимально 10% от суточного норматива. В последние годы в Казахстане, как и во всем мире, активно развивается тенденция специализированных функциональных продуктов питания, направленных на укрепление общего состояния организма, распространенности целого ряда заболеваний. В настоящее время в республике реализуется приоритетное развитие научно-исследовательских исследований в области нутрициологии, в том числе разработка спецпродуктов, диетического питания с направленными профилактическими свойствами. Это и космическое питание, это и продукты для профилактики сердечно-сосудистых онкозаболеваний, продукты для регуляции обменных процессов, обмена алиментарных заболеваний и так далее. Специализированные продукты питания, я думаю, что вы с ними знакомы, но это продукты, которые способствуют снижению риска возникновения целого ряда заболеваний и несут в себе определенную функциональную нагрузку. То есть несут те недостающие факторы питания человека и повышает тем самым защитные, иммуностимулирующие, антиоксидантные, детоксицирующие и микробиом-нормализующие функции организма. Но к основному классу специализированных продуктов питания можно отнести кисломолочные продукты, которые являются богатыми источниками витамина группы В. Кроме того, микробные полисахариды молочнокислых бактерий выполняют важную роль в повышении защитных функций организма. Это и продукты на основе коровьего, верблюжьего, козьего, кобыльего молока, это тот же кумыс, шумат и так далее. Ну, кисломолочные продукты – это все-таки источники живых лактобифидобактерий, кальция, фосфора, источники полноценного белка, они максимально всасываются. Хочу сказать, что у азиатского населения очень высокий процент лактазной недостаточности. Поэтому употребление кисломолочных продуктов в значительной степени со сниженным уровнем лактозы
оно является приемлемым и как бы благоприятным для лиц с лактазной недостаточностью. Одним из путей решения проблемы оздоровления населения является использование биологически активных добавок. То, чем вы занимаетесь. Это, конечно, благоприятная миссия, это очень хороший такой плод, направленный на решение вопросов оздоровления, повышение качества жизни современного человека. Биологические активные добавки пищи – это дополнение к основному рациону питания. То есть то, что у нас не поступает с рационом питания, может быть восполнено с помощью как раз тех биологических активных добавок, которые несут в себе определенную не только функциональную нагрузку, но и, кроме того, восполняют потребность в основных факторах питания. Это и витамины, минералы, пищевые волокна, белок, полноценные полиненасыщенные жирные кислоты и так далее. Свойства биологических активных добавок очень красивые, такие антианемические, то есть направлены на решение вопросов профилактики анемии, антиоксидантные для снижения риска заболеваний и процессов, связанных с активацией процессов перекисного окисления липидов, детоксицирующие функции, то есть снижающие риск развития целого ряда токсических отравлений, иммунорегулирующие, то есть повышающие иммунитет, и БАДы, повышающие допустимые возможности организма, неблагоприятным фактором окружающей среды. Сюда же можно внести и спортивное питание, очень большой класс. Основные физиологические функции БАД – это профилактическая для адаптации окружающей среды, оздоровительная, поддержание здоровья организма, подготовительная, то есть подготовка организма к лечению синтетическими препаратами, и протективная, то есть смягчающее действие синтетических препаратов. И восстановительная функция – это восстановление организма после длительного заболевания, после приема синтетических лекарств или антибиотиков. БАДы применяют в Японии более 50 лет, в США 20 лет. БАД ежедневно принимает во Франции и Германии 60% населения. В США 80%, в Японии 90%, в России 33%. Но Казахстан средний, к сожалению, не знаю. Принципы применения биологически активных добавок. Это, безусловно, это этапность, системность иерархия, адекватность, непрерывность применения, временной принцип, то есть хронобиология, то есть в одно и то же время или же сугубо допустим, во время или после или же после каких-то определенных процессов. И от простого к сложному. То есть, если вы принимаете, допустим, целый комплекс биологических активных добавок, достаточно, в общем-то, начать с одного, потом монопрепарата, потом идти к ДИ, потом ТРИ и так далее, полифункциональные препараты, полипатентные препараты. Но я хочу остановиться на пищевых волокнах, которые на сегодняшний день в Казахстане представляют серьезный дефицит. Я уже говорил, мы потребляем очень мало пищевых волокон, а основная функция это все-таки моторная, чувство насыщения, стимуляция желудочно-кишечного тракта, перистальтика кишечника, регуляция микрофлоры кишечника, абсорбция тяжелых металлов, радионуклидов, снижение риска заболевания, профилактика болезней толстого кишечника, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний. То есть очень высокая роль пищевых волокон, которую мы на сегодняшний день, в общем-то, игнорируем. Хотя это очень важный фактор питания, который относится сегодня уже к незаменимым факторам питания. Пектины, в частности, пищевого волокна относятся не только к клетчатке, но и пектины, камеди. Это различные, в общем-то, пищевые волокна, которые выполняют важную роль не только в детоксикации человеческого организма, нормализация функции желудочно-кишечного тракта, но выводят такие агенты, как соли тяжелых металлов, радионуклиды, лекарственные средства и так далее, нормализуют перистальтику кишечника.
Какие же вот вы занимаетесь также наверняка разработкой биологически активных добавок? У вас есть фирма, компания, которая работает над созданием новых биологически активных добавок или добавок на фоне НБАУ, которые вы получаете от тех поставщиков. Какие же основные подходы к созданию биологически активных добавок? В первую очередь это касается подбора технологических приемов, повышающих биологическую ценность исходного сырья. То есть важно определить, какой же все-таки технологический прием, не только смешивание основных ингредиентов, но и обработка, там, допустим, стерилизация, пастеризация, ультрапастеризация, радиационная обработка, которые могут снизить или же наоборот повысить биологическую ценность исходного сырья. Поиск использования ферментных препаратов, повышающих доступность компонентов сырья. Это очень важно, потому что, допустим, целый ряд ферментов, которые улучшают всасывание, транспорт и утилизацию биологически активных компонентов в составе биологически активных добавок. Подбор штаммов микроорганизмов, которые используются, я уже говорил, штаммы их микробные липополисахариды являются мощными естественными иммуностимуляторами. Поэтому выбирая различные ассоциации и комбинации штаммов молочнокислых бактерий, мы можем усилить биологическую активность и иммуномодулирующие свойства биологически активных добавок. Подбор методов культивирования с целью максимальной наработки биомассы организма очень важен. Оптимальные условия культивирования с целью получения заданных свойств конечного продукта. Подбор пищевых добавок, определяющих органолептические свойства. Всегда, имея речь с сиропами, какими-то добавками, покидаемыми без жидкости, вы обращаете внимание на его вкусовые характеристики. Это очень важно. И оптимизация режима стерилизации, максимально обеспечивающая биологическую ценность продукции и удлинение срока ее хранения. Ну, фактор, определяющий иммуностимулирующие свойства продуктов. Вы, наверное, знаете, что иммунитет – это главное в человеческом организме, на основе которого базируются все основные функции человеческого организма. То есть при нормальной функции иммунной защиты мы практически имеем дело с здоровым организмом. Это какие факторы? Это микробные липополисахариды, лизоцин, полинасыщенные жирные кислоты, пептидогликаны, продукты жизнедеятельности МКБ, молочнокислых бактерий, бескруглярные пептиды, витамины, антиоксиданты и так далее. Ну, основные принципы баланса. Это здоровый образ жизни, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращение потери костной массы, повышение энергии, снижение стресса, тревог, предотвращение или задержка развития хронических заболеваний с возрастом. Управление стрессом – это, безусловно, музыка, молитва, управление временем, упражнения, хобби, йога, терапия, позитивные мысли, хороший сон. Ну, оптима здоровья и долголетия – это, безусловно, диета на первом месте. Второе – это упражнение. Меньше стресса, биологически активные добавки, лекарственные средства только растительного происхождения. Вот еще у меня в докладе стала задача – это проблема обеднения почвы. Но я немножко остановлюсь, пару слайдов. То есть обеднение почвы, я уже говорил, что это является одной из самых серьезных проблем, которая может привести к серьезным последствиям для человеческого организма. Это в первую очередь касается понижения питательной способности почвы, и отсюда, в общем-то, вопросы низкого содержания ценных биологических активных компонентов в сырье в готовых продуктах питания. Это статистические данные подчеркивают серьезность проблемы обеднения почвы. Но вот здесь по данным ГОС более 30% всех почвенных ресурсов в мире обеднены, а еще 25% подвержены деградации. По данным ФАО, годовые потери по продуктивности почвы в мире оцениваются 30 миллиардов. То есть эти данные вы можете посмотреть.
Я хочу сказать, что компания Marine House является официальным членом Национального центра здорового питания. Хочу вас поздравить с этим. И поблагодарить за